В эфире игра «Ума палата». Различные тесты и викторины в интернете начинаются с фразы «Если ты ответишь на эти вопросы, то ты гений». Предлагаю присоединиться к этому призыву и проверить, так ли гениальны наши участники. А давайте сначала познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Охлопко Василий, я учитель математики в коррекционной школе. Работаю первый год. Здравствуйте, меня зовут Алексеев Евгений, также работаю в коррекционной школе-интернат, заместитель директора. Василий, традиционный вопрос для нашей игры. Считаете ли вы себя гениальным? Не считаю себя гениальным, но школьный курс, более-менее знаю, думаю. Будучи человеком с высшим образованием, вы знаете только школьный курс. Еще с ВУФУ учился, и, думаю, что знаю. Принято считать, что математика – это царица наук. Вы учитель математики. А как у вас с гуманитарными предметами? С гуманитарными, в школе учился на хорошо, и думаю, что более-менее знаю. Мне нравился урок биологии. Евгений, задам вам вопрос поскромнее. Считаете ли вы себя хотя бы эрудированным? Более или менее. А в школе вы занимаете административную должность? Да. Может, все-таки преподаете какие-то предметы? Раньше я преподавал английский язык. В какой области знаний, помимо английского, чувствуете себя уверенно? В школе нравилась история, обществознание. Понятно. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума палата». Это 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара – красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Евгений, вы вытянули шар красного цвета. Вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Евгений. Итак, первый раунд. Евгений, кто впервые подковал блоху? Пас. Левша. Василий, птица, имеющая самую великолепную внешность, но отвратительный голос. Пас. Павлин. Евгений, каких насекомых заслуженно считают самыми трудолюбивыми санитарами леса? Муравьи. Верно. Василий, кто из великих исторических деятелей мог одновременно писать, читать и разговаривать? Петр I. Юлий Цезарь. Евгений, кто автор известного детского стихотворения о бычке, который идет, качается, вздыхая на ходу? Пас. Агния Барто. Василий, орудие для поглощения жидкой пищи? Ковш. Ложка. Евгений, доктор, который не лечит людей? Ветеринар. Верно. Василий, самое теплое в России море? Черное море. Верно. Евгений, как называлась плетеная крестьянская обувь? Лапти. Верно. Василий, мастер хлебопечения? Пекарь. Пекарь, верно. Евгений, невзрачная. Буро-серая птичка, прославляемая поэтами и композиторами за свое чудесное пение? Соловей. Верно. Василий, фольклорный персонаж невеста Водянова? Пас. Кикимора. Евгений, оптический прибор для наблюдения за небесными светилами? Телескоп. Верно. Василий, птица на российском гербе? Орел. Верно. Евгений, родной брат неваляшки? Ванька-встанька. Верно. Василий, какому пресмыкающемуся поклонялись в Древнем Египте? Кошка. Змее, крокодилу. Евгений, беззаботный чудаковатый деревенский парень, герой многих русских народных сказок? Иван Дурак. Верно. Василий, родина футбола? Англия. Верно. Евгений, кто прорубил окно в Европу? Петр I. Верно. Василий, вроде сосен, вроде елок, а зимой без иголок. Что это? Пас. Лиственница. Евгений, второе название Эвереста? Джамалумба. Верно. Василий, как называется главная башня в замке европейского феодала? Пас. Донжон. Евгений, чьими атрибутами были львиная шкура и палицы Геракла или Ясуна? Геракла. Геракла. Правильный ответ, время вышло. За первый раунд я задал вам 23 вопроса, при этом Василий дал 4 правильных ответа, а Евгений 10. Василий, почему так мало? Переволновался, может. Или потому что вы действительно знаете только школьный уровень, и тот не весь? Точно не могу сказать. Орудие для поглощения жидкой пищи вы ответили ковш?
Да, я там тоже переволновался, вот ковш. Тоже переволновались. Мгм, понятно. Пресмыкающееся, которому поклонялись в Древнем Египте, это тоже результат вашего волнения. Да. Что млекопитающую кошку вы превратили в пресмыкающуюся. Ага. Ну, понятно. Евгений, 10 правильных ответов. Это неплохой старт. Вы сказали, что вроде бы вы эрудированы. Ну, пока что вы это действительно доказываете. Мы желаем вам постараться во втором раунде таким же образом, потому что в третий раунд выйдет игрок, давший наибольшее количество правильных ответов по результатам именно второго раунда. Вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда, который также длится 2 минуты. Переход хода во втором раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, всегда дающий правильные ответы, не оставляет оппоненту шанса для ответов на вопросы. Евгений, назовите столицу Малайзии. Пас. Куала-Лумпур. Василий, гусь, гусыня, волк, волчица, индюк. Пас. Индюшка. Евгений, что ведьма собирала в рукав ночь перед Рождеством, повести Гоголя? Пас. Звезды. Василий, какое растение называют золотым яблоком? Груша. Помидор. Евгений, 5-я буква алфавита. Д. Верно. Евгений, окружение Маугли. Животные. Верно. Евгений, как правильно сказать, у рыбов нет зубов, у рыбий нет зубей, у рыб нет зубов или у рыб нет зуб? У рыб нет зубов. Верно. Евгений, о какой букве идет речь? Проходящие ворота. Проходи, кому охота. О. Буква П. Василий, флора – это животный или растительный мир? Растительный. Верно. Василий, какая птица не несет яиц, но из яйца вылупляется? Страус. Петух. Евгений, на какой реке стоит Париж? Темз. Шучу. Пас. Сено. Василий, сколько цветов у радуги? 7. Верно. Василий, кто возглавлял Советский Союз в годы Великой Отечественной войны? Пас. Сталин. Евгений, как город, оружие, самоваров и пряников это? Пас. Тула. Василий, как называется начало любой реки? Исток. Исток. Верно. Василий, Баобаб, символ Африки, клен, символ Канады. Какое дерево является символом России? Медведь. Береза. Василий, многолетний режим погоды. Евгений, многолетний режим погоды это? Сезон. Климат. Василий, расплавленная масса в глубинах Земли это? Ядро. Магма. Евгений, самые высокие горы в мире? Уральский. Гималаи. Василий, место впадения реки в море, озеро или другую реку? Море. Устье. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. За время второго раунда я задал вам 20 вопросов. При этом Василий дал 3 правильных ответа, Евгений также 3. Это означает, что будет объявляться дополнительный раунд. Но прежде мне хочется спросить, Евгений, почему вдруг такой провальный результат второго раунда? Ну, наверное, на скорость очень как-то... А что, в первом раунде скорость была медленнее? Не знаю, вот, сам не знаю. Понятно. Но это еще куда не шло по сравнению с гениальными ответами Василия. Василий, вы сказали, что птица, которая из яйца вылупляется, это страус, да? А другие птицы, видимо, вылупляются из чего-то другого. Да. Про Сталина во времена Великой Отечественной войны я, конечно, молчу. Ну и, конечно, мы молчим про символ России – медведя, Символ медведя. который вступил в неравную борьбу с деревьями, да, с баобабом и с кленом. Ну ладно. Посмотрим, как вы себя проявите в дополнительном раунде. Правила дополнительного раунда следующие. На вопросы вы отвечаете по очереди до первой ошибки по принципу пенальти. Первым будет отвечать Евгений по преимущественному праву ответа во втором раунде. Евгений, какая единственная кость в организме человека не прикреплена к другой кости? Берцовая. Правильный ответ – подъязычная кость. Василий, при какой температуре градусы Цельсия и Фаренгейта равны? 6 градусов. Минус 40. Евгений,
Какого цвета майки у лидера велогонки Тур де Франс? Желтый. Это правильный ответ. Василий. Какой российский государственный деятель основал города Херсон, Севастополь и Николаев? Пас. Это фаворит Екатерины II Григорий Потемкин. Итак, по результатам дополнительного раунда в третий раунд проходит Евгений. Василий, мы с вами будем прощаться. Что-то хотите сказать на прощание? Удачи Евгению. Пусть наберет 20 баллов. Благодарим вас за пожелания и вам желаем всего хорошего. До свидания. Спасибо, до свидания. Евгений, ровно 1 минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата». Это 100 тысяч рублей. Евгений, кого вы, сэр, назвали челноками? Пас. Торговцев. На каком материке находится водопад Игуасу? Америка. Южная Америка. На камне или на пне сидит героиня картины Васнецова Аленушка? На камне. Верно. Как называется смесь концентрированных азотной и соляной кислот? Пас. Царская водка. Какой пролив соединяет 2 моря и 2 океана и разделяет 2 государства и 2 части света? Евразия. Берингов пролив. Суворов любил повторять: неприятеля не боится тот, кто боится кого? Себя. Бога. Какие вещества состоят из атомов одного и того же химического элемента? Стекло и мел, песок и сера, алмаз и графит, соль и сахар. Пас. Алмаз и графит. Как называется море без берегов? Азовская. Без берегов Саргассово. Кто был учителем древнегреческих героев и полубогов Геракла, Асклепия, Ясона, Ахилла, Диаскуров? Пас. Кентавр Хирон. Отгадайте советскую загадку эпохи застоя. Длинная, зеленая, колесами стучит, колбасой пахнет. Пас. Электричка. Какой город является священным для 3 религий? Иерусалим. Это правильный ответ. Время вышло. Евгений, как ощущения после игры? Ну, интересно. Это все, что вы можете сказать? Ну, мне было интересно попробовать себя, ответить на вопросы, что знаю, что осталось еще. И что? Что показал эксперимент? Что знаете? Что осталось? Но многого не знаю. И ничего не осталось? Что-то осталось. Что-то осталось. Да. Что-то осталось – это 2 правильных ответа в третьем раунде из 11 озвученных вопросов. Ну что вам помешало? Ну, Вы давно закончили школу, все позабыли нет. или что? В целом я же не могу на все вопросы знать ответы. Я не компьютер, поэтому... Ладно, принято. В последнем решающем раунде, Евгений, вы не смогли пополнить свою копилку правильных ответов до 20, поэтому покидайте нашу игру. Спасибо за нее. До свидания. Спасибо. Это игра «Ума Палата». Место, где можно выиграть 100 тысяч рублей. Сегодня эти деньги остались у меня. Может быть, повезет следующим игрокам. Узнаем прямо сейчас. Это игра «Ума Палата». В современном мире гениальность можно приравнять к широкому кругозору. Пришло время проверить, насколько вы гениальны. Если вы хорошо учились в школе и считаете себя образованным человеком, то вы с легкостью ответите на наши вопросы. А пока познакомимся с нашими игроками. Игроки, представьтесь. Меня зовут Дичковская Лена, я являюсь советником директора по воспитанию в Республиканской специальной коррекционной школе-интернат. Меня зовут Дичковский Николай, я являюсь начальником отдела информационных технологий в колледже связи и информационных технологий. Елена, насколько я знаю, вы участвуете в фестивале «Мусу Стар». Я являюсь членом Ассоциации молодых педагогов, и мы проводим конкурс «Лента времени» в рамках фестиваля «Мусу Стар». Прекрасно. Также бойко ответите на вопрос, зачем вы участвуете в нашей передаче. Чтобы, можно сказать, проверить себя на стрессоустойчивость, можно сказать, ну и насколько я знаю. Ну, Ради насколько интереса. вы расцениваете свои шансы? Школа против колледжа связи. 50 на 50. Николай, вы тоже участвуете в фестивале «Мусу Стар». Поделитесь познаниями в истории фестиваля. С какого года он проводится? Если память не изменяет, он с 2021 года проводится. В этом году будет юбилейный год, получается. Да. Да, верно. Насколько хороши ваши познания собственной жизни? В школе как учились? В школе я учился средне. В общем, по вопросам, думаю, 50 на 50. Какие предметы вам нравились больше всего? В основном нравились технические, физика, математика, Соответственно, нелюбимые? литература, география. Понятно.
Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума Палата». Это 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Николай, вы получили преимущество, вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда, верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Николай. Итак, первый раунд. Николай, сколько дней в январе? 31. Верно. Елена, клички собак, летавших в космос. Пас. Белка и стрелка. Николай, в каком жанре в основном писал Крылов? Пас. Басни. Елена, продолжите пословицу. Без труда не вытащишь и рыбку. Из пруда. Верно. Николай, сколько будет 7 7? 49. Верно. Елена, сколько будет 8 7? 56. Верно. Николай, пункт остановки на железной дороге называется? Станции. Верно. Елена, объявление о спектакле, концерте. Это? Старт. Афиша. Николай, связка прутьев для подметания пола. Венок. Веник. Веник. Елена, символ 2025 года по восточному календарю. Зеленая змея. Верно. Николай, глава спортивной команды. Капитан. Верно. Елена, согласно Станиславскому, с чего начинается театр? С фанфаров, не С знаю. вешалки. Николай, какой месяц следует за апрелем? Май. Верно. Елена, первая женщина-космонавт. Пас. Терешкова. Николай, денежная единица Японии. Вон. Йена. Елена, заплечный чемодан туриста. Ручной багаж. Рюкзак. Николай, куда звонить при пожаре с мобильного телефона? 112. Верно. Елена, сказочный герой, умеющий совершать чудеса. Пас. Волшебник. Николай, человек, доставляющий письма и газеты. Почтальон. Верно. Елена. Утреннее занятие физкультуры называется? Зарядка. Верно. Николай, какое теплое течение проходит вдоль восточного побережья Северной Америки? Пас. Гольфстрим. Елена, как по английскому языке называется прошедшее совершенное время? Пас. Симпл. Пас перфект. Николай, столица Норвегии. Ой, пас. Осло. Елена, на какой реке стоит Архангельск? Пас. Северная Двина. Николай, какой город изображен на новой 100-рублевой купюре? Владивосток вроде. Москва. Елена, как расшифровывается аббревиатура ОМОН? Пас. Отряд мобильный и особого назначения. Время вышло. Первый раунд завершен. И общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. За время первого раунда я задал вам 26 вопросов. При этом Елена дала 4 правильных ответа, а Николай 8. Елена, традиционный вопрос. Почему так мало? Ну, оказывается, когда вопросы быстрые, ты волнуешься. Ну, я себя не оправдываю, но когда так получилось. Но когда вы говорите, что вопросы задавались слишком быстро, вы себя оправдываете. Нет, я говорю, не вопросы задавали слишком быстро, а человек теряется, когда вот при То быстро. есть вы знали ответы на все вопросы, вы просто Не на все, растерялись. на некоторые. На некоторые. Например, на какой? Ну, белка и стрелка, например. Такие. Белка и стрелка. Волшебник, например, можно было ответить, думаю. Действительно, можно было ответить. Театр начинается с вешалки. Вы никогда не слышали эту фразу? Ну, слышала, но забыла. А про Вылетела из Терешкову? головы. Помнили? Про Терешкову. Первую женщину-космонавт. Ну так, Ну так, ну так. ну понятно. Николай, вы книги вообще читали? Почему вдруг вас смутил вопрос про основной жанр Крылова? В детстве читал. Сейчас в основном я интернет читаю с интернет-ресурсов. Ну какие-то басни Крылова знаете? Не могу сказать Ну, сейчас. «Ворон» и «Лисица», допустим. Ну да, читал, ага. Мгм. Школьная Баснописец Крылов-то в основном-то в баснях-то и, собственно говоря, и писал. А с венком, Ну, Конечно. с окончаниями, да. ну, мы Хотел быстро засчитали вам. Спасибо. Почему-то вас смущают и вопросы по географии, мы заметили. Да. Туговато По тоже, Да, да? туговато. А по географии у меня тройка была. Ну, зато честно.
Николай, вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Во втором раунде, который длится 2 минуты, переход хода осуществляется после ошибки игрока. Это означает, что игрок, всегда дающий правильные ответы, не оставляет оппоненту шанса для ответа на вопрос. Николай, порода Артемон из произведения Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Пас. Пудель. Елена, известный русский художник-маринист. Пас. Айвазовский. Николай, у какой рыбы нет чешуи? У Тишиной. У Налима. Елена, рыцарь печального образа. Пас. Дон Кихот. Николай, при помощи каких образований передвигается инфузория туфелька? Пас. При помощи ресничек. Елена, какой тип соцветия у одуванчика? Зонтик. Корзинка. Николай, в какой стране снимался сериал «Рабыня Изаура»? Израиль. Бразилия. Елена, что главное в басне? Пас. Главное – это мораль. Николай, с какими странами граничит Австралия? О, пас. Раз. Ни с какими. Елена, кто написал поэму «Руслан и Людмила»? Пушкин. Верно. Елена, кто из художников написал картину «Богатыри»? Пас. Васнецов. Николай, как называется отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны? Вершина. Медиана. Елена, как называется наука о Земле и о живущем на ней человеке? Биология. География. Николай, какое действие обозначает черта дроби? Слэш. Деление. Елена, раздел науки о языке, в котором изучается правило написания слов, называется? Орфография. Верно. Елена, что обозначает музыкальный термин «аллегро»? Пас. Быстро. Николай, кто автор серии книг о Незнайке? Пас. Носов. Елена, как в математике называется верное равенство двух отношений? Верное равенство. Пас. Пропорция. Николай, как называется наука, изучающая царство растений? Биология. Ботаника. Елена, в каком году произошли события, положившие начало празднику народного единства, который отмечают 4 ноября? Пас. В 1612 году. Время вышло. За время второго раунда я задал вам 20 вопросов, при этом Елена дала 2 правильных ответа, а Николай – 0. Николай, оправдывайтесь. Ну, не знаю, просто запутался придумайте в словах. что-нибудь. Ну, слова запутался. Там, вот, допустим, порода собаки, да, как-то слишком визуально, ну, по-другому прочитал. Допустим, там же пудель, понятно. А что вы прочитали? Не знаю, как-то странно, какое произведение он там читал, либо он там рассказывал какие-то стихи, вот, типа такого подумал. Ну ладно, вы запутались с первым вопросом. Ладно, пусть он сформулирован, может быть, на ваш взгляд, странно. Хотя это не так. Уверяю вас, как филолог. Австралия, которая... Ну да, континент, ну, Да. конечно. Что-то было, сразу географию, фу, подальше от меня. Увы и ах. Рабыня Изаура, а здесь почему вдруг Израиль? Потому Не знаю. букву Изы. Наверное, просто имя такое интересное. Что пожелаете Елене, которая дала 2 правильных ответа, и, видимо, шансов у нее нет. Ну, она попытается. Пожелайте что-нибудь, приободрите ее, что ли. Удачи, естественно, устойчивости, не торопиться с ответами. М. Спасибо. Ну что же, мы вас отпускаем на свободу. До свидания. До свидания. До свидания. Елена, ну рассказывайте, готовились ли вы как-то и к игре, посмотрели ли вы наши выпуски, ну что, какие были ощущения, какова реальность? Ну, я посмотрела, несколько выпусков вообще. И какой сделали вывод? Ну, сделала вывод, что у вас острая реакция на ответы. Я попыталась вот так подготовиться именно морально. Подготовились? Ну так, немножко. Ну а кроме моих острых реакций, вопросы какие вам показались? Сложные, легкие? Ну, на самом деле нормальные. На самом деле, вот человек, думаю, может ответить. Елена, ровно 1 Извините. минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата». Это 100 000 рублей. Я сообщаю вам и напоминаю телезрителям, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. Елена, какой географический объект носит загадочное название Титикака? Остров? Озеро. Сколько корней имеет математическое уравнение, если дискриминант больше 0? 1.
2. Какой фрукт помогает английскому ученому открыть закон всемирного тяготения? Яблоко. Верно. Герой русских былинных сказаний, который после 33 лет тяжелейшей болезни совершил немало ратных подвигов. Пас. Илья Муромец. Что все дырявое, но держит воду? Пас. Губка. Какое чудовище победил мифический герой Беовульф? Пас. Грендель. Какой из оттенков коричневого цвета получил свое название от горного региона в Центральной Италии? Пас. Умбра. Как называется самая ядовитая амфибия в мире? Анаконда. Ужасный листолаз. Ай. Какому типу печатных изданий дала название старинная венецианская серебряная монета? Газета. Верно. Как иначе называется кит-нарвал? Пас. Единорог. При написании какого из этих произведений Артур Конан Дойл использовал отчет археолога Перси Фоссета о путешествии в Амазонию? Белый отряд, собака Баскервилей, затерянный мир, Маракотова бездна. Затерянный мир. Затерянный мир. Время вышло. Елена, вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, поэтому мы с вами прощаемся. Спасибо за игру. До свидания. Это игра «Ума палата». И вновь наши игроки не смогли дать 20 правильных ответов. Неужели мои вопросы так сложны? Может быть, вы знаете ответы на них? Жду вас в студии через неделю.